Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главных событиях. Доверие к власти, развитие субъекта, уровень образования и спортивной подготовки жителей. Владимир Путин утвердил показатели эффективности работы глав регионов. Якутские ученые представили новые разработки. Наноматериалы на основе графена позволят без малого произвести технологическую революцию. И легкой она становится, эта электроника, и вживаемой, вживляемой. Постепенное снятие ограничений продолжается в Якутии. Катки, музеи, прокат лыж. Спустя год деятельность возобновила и столичная смарт-библиотека. Владимир Путин утвердил показатели эффективности работы глав регионов. Основным критерием является доверие к власти, уровень которого определяется в том числе с помощью оценки общественного мнения о достижении в регионе национальных целей развития. В числе других показателей – численность населения субъекта, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. На оценку эффективности губернатора будут влиять и уровень образования в регионе, эффективность выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи, наличие условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Якутскэнерго восстановила электроснабжение заречных районов Якутии. Поставщик ввел временную схему подключения потребителей, которые попали под ограничения из-за технологического нарушения на подстанции 220 киловольт мая. Якутскэнерго в сжатые сроки разработали и реализовали схему, которая позволила переключить на другие линии потребителей Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов. Данная схема также обеспечила перевод потребителей Усть-Алданского района с резервного на централизованное электроснабжение до полного окончания ремонтных работ на подстанции мая. Минтруд предлагает пересмотреть некоторые моменты выплаты пособия по безработице. Так, отсчет повышенных выплат предлагается ввести не с момента регистрации человека безработным, а с даты первой выплаты. Напомним, что в декабре прошлого года правительство сохранило на 2021 год размеры пособия для потерявших работу. Максимально 12 130 рублей в первые 3 месяца и 5 тысяч в следующие 3. Однако по действующим сейчас нормам выплата этих сумм начинается с даты признания человека безработным. Минтруд же предлагает начинать отсчет выплаты максимального размера пособия с момента первой выплаты, так как отдельные безработные зачастую не могут получить деньги сразу. Молодые педагоги могут улучшить жилищные условия по 2 программам в Якутии. Об этом сообщил замминистра строительства региона Евгений Афанасьев в ходе прямого эфира в социальных сетях. По его словам, по приобретению жилья для молодых педагогов имеются 2 программы на сегодняшний день. Первое – обеспечение педработников, проживающих в арктических районах республики. Также молодые педагоги, проживающие в селах и желающие улучшить жилищные условия, могут подать на получение субсидий в рамках комплексного развития сельских территорий. Ученые Арктического инновационного центра СВФУ представили новые разработки. Ежедневно в центре проводятся исследования по всему комплексу фундаментальных и прикладных наук. А новейшее оборудование обеспечивает инновации в области организации не только научной деятельности, но и учебного процесса в ВУЗе. Исследования новых наноматериалов на основе графена проводятся в лаборатории нанотехнологий. Проект пока находится на этапе разработки, но уже в ближайшем будущем его результаты могут быть использованы при создании гибкой печатной электроники в виде часов, телефонов и других цифровых гаджетов. И ищем Развитие нашей сегодняшней электроники, то есть ничто не стоит на месте, и получается мы переходим все равно уже к более и легкой она становится, эта электроника, и вживаемой, вживляемой куда-то. И для этого необходимы, конечно, новые материалы, новые свойства этих материалов, и мы над этим работаем. Эта тема у меня, она длится с 2014 года, и вот в 2020 году я защитила кандидатскую диссертацию, то есть как бы один блок такой достаточно крупный я, можно сказать, закончила. И сейчас я продолжаю это развивать. Получается, выиграла стипендию президента Российской Федерации.
Частично продолжают снимать ограничения по коронавирусу в Якутии. Напомню, глава региона СН Николаев подписал указ о возобновлении деятельности детских игровых комнат и детских развлекательных центров, открытых ледовых катков, пунктов проката лыж. Частично предоставление услуг начали и библиотеки. Открыла свои двери после почти годового перерыва смарт-библиотека в Якутске. Сюжет Ульяны Шагиной. Больше всего открытию библиотеки рады студенты. Ведь не всегда получается найти нужную литературу в интернете. Теперь же можно прийти сюда и позаниматься в тишине. Правда, есть ограничения во времени. 3 часа и не минутой позже. Санитарные правила пока никто не отменял. Очень рада, что открылись библиотеки, так как сейчас дистанционное обучение. И дома, конечно, сконцентрироваться очень сложно. Смарт-библиотека открылась минувшим днем, и уже сегодня здесь можно встретить первых читателей. Пока что здесь работает только читальный зал, но выбрать книгу можно по предварительной записи по телефону. Чтобы не потерять своих читателей и держать с ними постоянную связь, еще в начале пандемии работники смарт-библиотеки решили перевести все свои услуги в онлайн-формат. Так активно начали осваиваться социальные сети. Когда локдаун случился, все закрылись, и было чуток сложно переходить на онлайн, например, с детьми и даже со взрослыми. Вначале было чуток отторжения, но потом уже все привыкли. Стало сразу понятно, нужно быстро найти интересный контент. Так пришла идея проведения международных мостов с библиотеками мира. Первые виртуальные экскурсии прошли в библиотеке Хельсинки, а также юношеской международной библиотеке Мюнхена. Также у нас проекты профориентационные. Совсем недавно мы начали проект «Инсайдеры», то есть это разговор с работниками различных компаний, корпораций российского, международного уровня. Кроме читального зала, на 3-м этаже работники библиотеки начали офлайн-курсы игры на музыкальных инструментах. Запись на них также ограничена, но преподаватели рады первым практическим занятиям. Говорят, научиться, к примеру, игре на гитаре по Zoom практически невозможно. Мы очень рады тому, что ограничения сняты, и мы уже сегодня, допустим, 2-й день занимаемся живьем. Это воодушевляет. Одним словом, было бы желание, возможность найдется. Пандемия послужила стимулом для развития интересных проектов в онлайн-пространстве. Под другим углом теперь видятся подходы к работе, а это значит, дистанционная связь с читателями будет только расширяться. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Единственный во всем городе, так можно сказать, о воспитателе детского сада Сардана в Ленске. Сергей Кириллов приехал из Алекминска и уже 8 лет занимается воспитанием малышей. О мужском подходе в работе с дошколятами узнала Олеся Васева. 2, 3, мяч, скорее. До обеда 1,5 часа, по расписанию подвижные игры. У Сергея Валерьевича, воспитателя старшей группы, спорт и здоровый образ жизни в списке приоритетов. Понравилось играть? Да! После игр время тишины и развивающих занятий. В группе у воспитателя всегда порядок и дисциплина. Мужской подход. Это его 3-й выпуск, еще 1 год и отправит ребят в 1 класс. За 10 лет педагогической практики сложились свои методы работы. Взять семью, так же как и папа, и мама, у них разное воспитание идет. И также в детском саду воспитатель мужчина, как дети относятся к папе, воспитатель женщина, дети относятся как к маме. Первое время, конечно, дети, когда ко мне приходили, они смотрели так настороженно, внимательно, прислушивались так с этим. А потом уже более весело, но все равно смотрят так с опасением, с напряжением. С опасением смотрели больше родители. Некоторые даже хотели группу поменять, но привыкли. Стереотипы отодвинули. И детям-то занятия нравятся. Я люблю рисовать строителей, просто дома, людей, деревья, елки, зиму. Мы занимаемся в тетрадях. Еще? Мы рисуем стационарное древно и всякие, штучки такие. Сергей Валерьевич, у вас какой воспитатель? Суровый или добрый? Добрый.
А вот сам педагог больше по точным наукам и технике. Пока семьи сидели по домам в разгар пандемии, воспитатель вместе с коллегами снял для ребят развивающий фильм. Смотрели всем садиком. А как вы думаете, а что на глобусе обозначено синим цветом? Правильно. Синим цветом на глобусе обозначены моря, реки, океаны и озера. В детском саду Сардана в Ленске 19 воспитателей. Женский коллектив, как в любом другом саду. Сергей Кириллов здесь единственный мужчина-педагог. Да что здесь, один такой во всем Ленске. Коллеги ценят. Они ему всячески помогают. Он даже где-то может прийти помочь, где-то даже подготовиться к занятию. Девочки наши помогают тоже. Вот нужно было снять красивый видеоролик, и участвовал весь сад, лишь бы только вот помочь Сергею Валерьевичу нашему. То есть он очень доброжелательный, очень отзывчивый, ну и прекрасный педагог. По данным Центра социологических исследований МГУ, доля мужчин среди воспитателей детских садов России всего 3%. Сейчас мужчина-воспитатель почти экзотика. И зря. Среди 8 лучших воспитателей в истории всего одна женщина. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В Казани стартовала всероссийская спартакиада для людей с особенностями интеллектуального развития. В первый день прошли забеги на снегоступах. В одной из тестовых гонок принял участие олимпийский чемпион и посол специальной олимпиады Александр Легков. В рамках спартакиады также пройдут соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию и шорт-треку. Спортсмены выступают без гимнов, флагов, учета очков и секунд, получают памятные призы наравне друг с другом. Главная цель состязаний – социализация участников. Однако некоторые из них смогут пройти отбор на международную олимпиаду благодаря хорошим результатам. Вообще это очень важно, да, и мое участие – это большая, во-первых, честь быть послом таких соревнований, такой олимпиады всемирной, сейчас спартакиады. Но основная цель и посыл – это вот именно адаптация вот этих ребят с инклюзивными особенностями, да, через спорт. И когда мы здесь все вместе, спорт – это же что? Это доброта, улыбки, счастье. И здесь нет никакой политики. И именно то, что здорово, что в этих соревнованиях нет медалей, нет победителей, нет проигравших. Это вот как раз о том, что вот эти ценности олимпийского движения, вот это самое основное. К этой минуте у меня все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.